Тельское казачье войско, заботясь о образовании молодого поколения, не только мужского, но и женского пола, оплачивала стипендии для обучения. В 1910 году посчитали, что легче построить свою гимназию и самим бесплатно обучать там детей. Военное министерство одобрило в 1913 году этот проект. Городские власти выделили участок земли. Здесь была ярмарочная площадь, свободная территория. И в мае 1914 года была заложена Тельская войсковая женская гимназия. Проект разработал архитектор Шмидт и приступили к строительству. Но так как началась Первая мировая война, то процесс строительства затянулся. Но в итоге все же они построили. К 1917 году в целом было готово. Это здание, огромный комплекс с храмом на втором этаже над главным входом. Но как учебное заведение оно не успело открыться, потому что начались революционные эти события, смута началась. И в этом помещении размещались разные военные части. И уже после окончания гражданской войны, когда здесь установилась советская власть, осмотрели это здание и поручили его восстановить. И кроме того, архитектору Шмидту, он еще продолжал работать, ему поручили немножко доработать, как бы увеличить объемы. И увеличены были еще на некоторые этажи добавлены, еще пару этажей. Где-то один, где-то два этажа были, то есть больше стало она. И после этого она стала использоваться как учебное заведение. И используется до сих пор. Здесь был интернат, потом Суворовское, Северокавказское Суворовское военное училище. А сейчас это принадлежит Северо-Осетинскому государственному университету. И здесь находится военный учебный центр и медицинский факультет.